Здравствуйте, рада вас всех видеть на моей презентации игры «Верю, не верю». Меня зовут Даша, я сторонница Центра развития эффективной коммуникации «Живая библиотека». Мы делаем разные форматы живой библиотеки, щирі розмови, форум-театры, и подробнее об этом расскажет 8 числа Марина Штрахова. Сегодня я вам презентую нашу настольную игру «Верю, не верю». Вы ее уже успели увидеть. На камеру тоже показываю. Эта игра также построена на коммуникации, поэтому мы с вами сегодня будем много разговаривать. И для того, чтобы настроиться немножко на разговор и на какое-то активное движение, у меня есть для вас маленькая игра, моя самая любимая игра, самый любимый энерджайзер. Вы же с ним знакомы. Тогда давайте пойдем по этому кругу. Смотрите, у меня есть палец. Этот палец издает какой-то звук и делает какое-то движение. Например, и дотрагивается до пальца второго человека. Этот палец делает уже другой звук и другое движение, и мы идем по кругу, возвращаемся ко мне. Спасибо большое. Итак, расскажу, чем мы сегодня будем заниматься. У нас есть 50 фактов. Игра называется «Верю, не верю», и вам нужно будет разгадать факт. Это либо миф, который написан на этой карточке. Тут какие-то статистические данные, собранные по Беларуси за последние несколько лет, по-моему, с 16 по 19 года. Как это вообще будет происходить? Мы вытягиваем какую-то карточку, читаем факт. Он написан на белорусском языке. Можно говорить на белорусском, можно говорить на русском, как будет удобнее. Например, факт номер 24. Попрошу вас называть мне номер карточки, чтобы было удобнее подсматривать ответы. Я все не помню. Факт звучит так. 28,4% всех женщин в Беларуси когда-нибудь подвергались физическому насилию. Факты у нас связаны с темой гендерного равенства, гендерного неравенства, толерантностью, инклюзией, дискриминации. И поэтому все будет в таком стиле, и мне будет очень интересно узнать, как вы думаете, правда это или нет. Давайте, если вы верите, что все сказано в этой карточке правда, мы будем делать вот так вот. Если вы думаете, что что-то тут не то, и на самом деле другой процент должен быть написан здесь, то мы будем высказывать свое мнение и говорить, что на самом деле думаем. Насколько эта цифра отличается от настоящей, больше, либо меньше. А коли веру, то робим вот да, так. если верим, делаем так. Вот, и... А коли не верим, то говорим. Коли верим, то говорим? Не, наоборот. Коли верим. Да, А да, коли если верим, все то хорошо. типа, что ты, Ну, не так, можно аргументированно рассказать, как на самом деле вы думаете, и таким образом мы построим диалог, узнаем, как на самом деле люди относятся к этому, ко всему. Я напоминаю, что это все статистика. Статистика, наука не совсем точная, и наша главная цель не узнать, правда это или неправда, а поговорить об этом и узнать, что другие люди думают, и как-то изменить свое отношение к этому. Итак, повторю факт. 28,4% усіх жанчын Беларуси коли-небудь зведывали физичный гвалт. Кто думает, что это правдивый факт, что именно такое количество процентов? Угу. Если вы не согласны, то как вы думаете, какое количество процентов все-таки здесь должно быть? Это число меньше? Больше? Я считаю, что должно быть больше. Угу. А насколько больше? Ну, до процентов 40. Угу. Возможно, есть еще мнение? А мы повинны не у кожного своя картка у гульні, ці ми... Мы будем идти, например, по кругу, выбирать карточку. Картка на Мгм. ўсіх, і кожны павінен Да, даць да, да, фідбэк на гэтую картку. Я таксама лічу, што гэты адсотак значна большы. У мяне ёсць статыстычныя дадзеныя па школах, і там як булінг назіраецца, як быў у школьным асяроддзі. Я думаю, што булінг у школе напрамую звязаны з булінгам у сям'і, з гвалтам. І таму я думаю, што гэта блізка да каціных меркаванняў, прыкладна адсоткаў пад 40, а то можа нават і больш. У залежнасці ад рэгіёнаў яшчэ, пэўна, там у горадзе пражывае гэтая сям'я, альбо гэта на вёсцы, ці гэта нейкі такі мястэчкі. Я думаю, што гэта яшчэ ёсць градацыя. А у меня такое питание. Тут мається на увазі фізичний гвалт у сім'ї чи увогуле фізичний гвалт? В принципе, вне зависимости от семьи. Ну, просто коли говорить про сім'ю, то я думала, що кришечку менш, може до 20%, але коли ми говоримо, що увогуле, не тільки у сім'ї, але й у житті, то може десь і так само до 40% мені здається. Отримлюваю.
Спасибо. Тут ёсць яшчэ ключавое слово калі-небудзь, да? Мгм. Гэта не сістэматычны Нерегулярны. гвалт, а ён можа быць адзін Мгм. факт, і гэта ўжо будзе калі-небудзь. Мгм. Такий правдоподобный процент там, а вы... Вполне больше 50 может быть. Мгм. Віктор лічыць, што нават больш. Какой Ну, бы если процент там ни был, наверное, прописан, все равно это статистика, да, а сколько скрытых фактов, которые не выявлены, которые Мгм. не подвержены Мгм. статистике, конечно, тогда я думаю, что будет больше. Мгм. Так, ну, Што кажа нам Ну, тут просто Наука. навука? сейчас посмотрим. Скрытые факты. А, нет, я удивлена. Я думала, что на самом деле это неправда, но тут написано, что правда. Кто батя? Ого. А што гульцу, які будзе... А вы думали, что больше тебе? Да, я тоже думала, что больше. Але гэта факт правдзівы, так? Мгм. Ну, там же есть и хорошие люди, как я. А па правілах гульні гулец, які Перемагаю. перамагаеш... Получают аплодисменты. Овации. Тогда вопрос. Как думаете, какой должен быть процент в этом Ну, мы уже факте? выказаліся прыкладна. Какой должен быть не в Беларуси, а на самом, как так сформулирую, в идеальном мире, какой должен быть процент на этой карточке изображен? Ну, в В идеале идеальном ноль. мире ноль. Ну, Абсолютно. мире, да. Да. Абсолютно. Девочек быть хорошо. И Ну, мальчиков ничего, тоже. бить да. нехорошо. Ну, потому что мальцы бы было б 100%, потому что мальцы, які не бились ніколи, таких, напевно, не бывает. Тут еще можно разграничивать избиение и драку. А, Я да, не знаю, драка, как это да. работает. Мгм. Ну что, формат игры понятен? Так, все зрозуміло. Кто хочет начать и выбрать какую? Да, О. давайте будете тягнуть той, хто більш Мгм. правдивий. Выбирайте казався. любую карту. Давайте я тут не буду это, потому что тут неправда написано. Не цікаво. Ні, Ну, Діма, це давайте да, так. да. Ні, давайте, коли вже Ну взяли, добре, то... ну добре, але ну, Мгм. поверьте мені, що на диспансерному ліку психіатричних установ знаходиться 0,1% насельництва. Мгм. Мгм. То гэта, давайте так, я не математичного складу розуму, тому давайте на 1000 Ко- чоловік кольки у... Один на Один. 1000. На 1000 один. 1 на 1000. Значить, на 9-мільйонну Білорусь кольки? Ну, давайте решить на 10 Девять. миллионов. На 10-мільйонну кольки? Я Математика у нас. Ну, Я 9,5 тисяч, ну, отримати 10 тисяч, ну, 10 тисяч. 10 тисяч знаходиться по всій країні. На уліку, це не лечиться, а на уліку. На уліку. На Ну, уліку, ти, да. які 10, виявлені. 10 тисяч. Ну, мені здається, що це правдивий факт. Мгм. Тут ви не виграєте. А ти, Діма, стверджав, що це не цікава картка. Ти поглядzi, яка Ні, вона ну, я не просто, суперечлива. ну, 10 тысяч на 10 миллионов? Мне здається, що буде більше, ніж 10. На уліку стоять, На зареєстрована. уліку. Є ще які є сміркування? А я удельничаю, чи просто как? Конечно. Ну, ну что, давайте я зараз просто там, каб вам облегчить життя. Мгм. Я працював в школі-інтернаті для дітей-сиротам. Мгм. Ну, якби там у нас було 100 вучнів. Мгм. Я не ведаю просто правил і постанови на улік, але коли особливо буйно, неадекватно веде ці, ну, більш-менш нормально, але їм не задоволена адміністрація, потому что мой Миколай Геннадьевич был крутый мужик, ну крутый пацан, его не было проблем. Але он все равно на лепель периодично накировывался. И в этой маленькой школке в интернате, где 100 человек, там из этих 100 человек неде на лепель, на Витебск, ну на лепель в основном психовость там, то есть это с головой, там отправлялось там человек, из этих 100, может, человек 10 было. Ну, и тут, так это на 100 человек. Ну, а по всій Білорусі, а колькі людей просто улічується ж там алкоголізм, наприклад, правильно? Улічується. Психиатрические. Нет, не улічується, ну просто Не-не-не. психіатр, Не-не-не, нарколог и А. психиатр это ну, разное. все ровно, ну, явно більше. Ну, хай- Насколько? хай буде Насколько больше? Ось тут уже, якби, ну, я б дав, ну, 0,5. Мгм. Значит, 50 Ну, тысяч на ну тут, Беларусь. ось тут уже я не впевнений в тим на кольки, ну просто що більше. А на кольки це Мгм. так. Мгм. Спасибо. Еще какие-то мнения? Вдруг вы тоже не согласны с цифрой? Ну, от 5%. Коли 10 тысяч на усю Беларусь,
то калі назіраюцца нейкія з'явы вакол мяне, напрыклад, то ў маім двары, дзе я жыву, ёсць менавіта 2 чалавекі, у якіх ёсць такія праблемы. Так гэта мой двор толькі. І моя сяброўка таксама жыве ў невялікім двары, там таксама ёсць жанчына, якая часта бывае у лячэбніцы, так? То уже 2 чалавекі, так? То Кожного есть такие. так, так вось мне здаецца, што 10 для 1%. Хаця б такі. Могу вам раскрывать тайну? Так. На самом деле около 200 тысяч людей находится на учете, это около 2% Ну, просто населения. позитивно мысль. Это радует. Да. А я була ближе. В таком Так, случае... вот, такая ласочка. Давайте, можно мне... Небольшое отступление. Да, конечно. Я просто когда в этом году как раз проходил комиссию в военкомате. Поставили. Нет, был интересный разговор как раз с психиатром. Когда она спросила, кто по профессии, я говорю, педагог. Так посмотрела, а вы не хотите там лечь на обследование? Я говорю, ну, пока не хочу. Ну, вы, если что, приходите. У вас там много анонимных из ваших там у нас состоит. Ну, если что, приходите. Ого. Там Там все якраз 100 анонимно. тисяч Ну, педагогів, 100 не тисяч знаю. останніх, 200 тисяч отрималось. Калі я уладковалася Да. на працу, мне таксама быў медагляд, і мне таксама трэба было паехаць у псіхіятрычны дыспансер. І калі я сказала, што я таксама буду выкладчыкам працаваць, на мяне таксама вельмі падазрона паглядзелі. А паколькі я перад гэтым зефірку з'ела, я думала, што мне можа дзе на твары там астаткі, я так себе няёмка адчувала, калі гэта жанчына некалькі раз пісала там гэты давецца нешта, і так на мяне некалькі раз глядзела. Ну, дарэчы, я на сабе адчувала нейкі такі цікавы такі позірк, нейкі падазронасць. У мяне таксама быў такі досвед, і я прыйшла да высновы, што гэтых псіхіятраў першых тут трэба ставіць. Ну, нашого карысятак 100%. Ну, яны мне вельмі дзівакамі падаліся, і вось іх, скажем так, успрыманне людзей, іх манер размаўляць з людзьмі, прычым гэта не толькі так атрымалася, што са мной зайшоў яшчэ мужчына, якому трэба было атрымаць даведку на тое, што ён можа насіць зброю. І гэта нейкія структуры, я разумею, там аховы і гэтак далей. Там увогуле быў поўны трэш, разумееце? Мне яшчэ так выпала нейкая цукерачка па ўзроўні з тым, пра што якія пытанні, якія заданні ён павінен быў выканаць у гэты момант, прычым пры мне, пры жанчыне, якая была зусім староннім чалавекам. Таму над гэтым можна жартаваць бясконца наконт нашага медыцынскага агляду і стаўлення да ўсяго, што адбываецца. Да. Ну, я щиро, мне просто тут засмутило, что на улику. Тому я сказал 50 тысяч. Так бы, так-то, А так С подозрением, да? да, конечно. Так, ну добра, я тут уже выбрала. Так. Толькі 5 трамваяў Мінск абсталяваны пляцоўкай для падымання і спуску інвалідных вазкоў на момант 2017 года. До 2017. Да, на прошло момент 4 года. 2017 года. Это вуголь такие. Толькі 5 трамваяў. Я не бачила такого у 2017 ніводнага, живучи тут, і я не бачила ніводного. Я на трамваях не ездила. Тому... Там же не написано, просто, что они идут по маршрутах, они там можно стоять. 10. Вазки для пляцоўка падымання или Пляцоўка для трамваі. падымання і для спуску падымання? інвалідных вазкоў. Нет, точно. Я просто неправда. нават я не так бачила само не ніколи. бачила. Разумееце, трамвай, глядзіце, для того, каб дайсці да трамвая, трэба сысці з дарожнага бардзюру. І Там должно быть там какое-то- ужо павінен быць нейкі пандус, спуск. Іх Нема. нават зараз няма, я не Нема. бачыла такога нават сёння. Не кажучы ўжо пра тое, што там будзе вазок. У метро зараз толькі з'явіліся, пачыналі, з 2017 года я побачила гэтыя ліфты і кнопкі, якія можна выклікаць чалавека, каб ён змог табе гэты ліфт падняць. А так не, гэта хлусня. Не, глядите, тут можно, я схильный думать, что наоборот больше, потому что вы державную установку працуете, что им даецца разнарядка. Там тут, например, Сделать. мы подписали, что мы уваходим у спіс там чогось, там подписали европейскую там конвенцию по всім добрым Безбар'ернае асяроддзе. Безбар'ернае асяроддзе. Па гэтым трэба адпісацца. Для гэтага абавязкова зрабіць там колькі-то трамваяў. Будьце здаровы. Таму яны можа іх і зрабілі нават. Ну, может, Яны не будуць глядзець, ці можна там пад іх пад'ехаць. Вось гэта ўжо не аргумент, таму што можна, не можна, але мы зараз апішам, што ёсць там мажлівасць. Таму я думаю, што больш.
В автобусах они точно есть, они откидываются, но просто водители Я их видел, не что- используют. Мы были в Италии, и там, когда они видят, ну, водитель видит, что человек ждет на коляске, он выходит, откидывает вот специальную такую платформу, и человек заезжает. У нас они тоже есть, и нужно там специальным ключиком открыть, но просто водители этого не делают. А былі такі у вас моменти? Ви бачили гэта, што ёсць чалавек у колясцы, альбо жанчына з коляскою Ну да, у заходзіць? нас в школе учится очень много детей с особенностями психофизического развития, и практически, ну, никогда, чтобы водитель помогал им зайти, нет. Ну, часто там люди обычные, тоже пассажиры могут помочь. Подняли і занесли. Да, подняли, чтобы вот этой специальной, ну, пляцовкой пользовались. Я у Такого- поляков бачу, що вітаю, в принципі. Кольки? 20. Спасибо. Один какой-нибудь демонстрационный. Может, и есть. Витя, ментальный Витя, Там оптимист. ще 19 депо стоять, а ти просто не поїхав. А что, если я вам скажу, что в момент 2017 года у нас было всего 137 трамваев по Минску? Всех вообще? Да. Да. Да, 137. И сколько там, 20? 5 написано. И 5 из них. Я ще раз зачитайте, 102 Наталя. Так, толькі 5 трамваяў Мінска абсталяваны пляцоўкай для падымання і спуску інвалідных вазкоў на момант 2017 года. Ні, тоді може ще таки, тоді я правда. Я не вижу, що я думаю, тисяча яка. Тоді 5, тоді згоден. Все правильно ви написали. Да, да. Тоді... Так, я открою вам секрет. Это правда. Это... Кто же выиграл снова? Это всего лишь 3,6% всех трамваев, это достаточно мало. Я надеюсь, что спустя 4 года все сделалось немножко лучше, мы это перепроверим. Спасибо, что выбрали этот факт. Вот трамвай целый день ждать танцев. Так, я виграв. Именно на том маршруте, да? А Женька казав, ти не повіриш. Ой. Зараз будемо вас питати, тому що якби відказ на це питання буде правильне зрозуміння цього сенсу. Ага. Прикольно, тут прикольно вичерпно. Хто б не так, кожна друга жінка сутикалася з психологічним гвалтом з боку партнера. Угу. Да кожна дівка каже, що типу, що ти мені мозги, це саме, правда? Угу. Тогда нам стоит разобраться в понятии психологическое насилие. Вы знаете ли вы, что это такое и как оно проявляется? Конечно. А тогда, возможно, кто-то Я сможет не знаю, поделиться. що таке. У меня есть Скажіть, как раз... Манипуляции, стоп. шантаж, Угроза. погрозы, Принижение. образы. Угу. У меня есть с собой брошюрка крутая по исследованию. Я не знаю, я не могу перевести это название, но что такое психологическое насилие? Это оскорбление, навязывание плохого самомнения, принижение достоинства в присутствии других, либо без присутствия других. Так, есть отдельная часть. Угрожал причинить вред вам или вашим близким и родным. Контролирование поведения. Пойдешь туда, идти не пойдешь туда. Мгм. Намеренные действия, чтобы напугать, либо запугать взглядом, криками, ломанием вещей. Вот. Это краткий перечень, как может зараз проявляться такий мужик психологическое пайшов, насилие. що Это... Блін, ну коли там образу лічить, да, ну всі ж з образу стикалися, ну навряд чи тут ніхто є. Але тут якби просто, це ж не буває. Тому я б сказав, що 70. 30 не признали просто. Ну, это же социология. Ну да, мы можем говорить о том, что некоторые люди просто не Конечно. понимают, что это тот или иной вид насилия. А так, ну, конечно, все. Ну, вас ніколи не ображали, чи що? Партнер нет. А, партнер? Так, почекайте, партнер. Я тут не сам бився. Коли муж ляскає дверима, коли муж Это можно считать насилием. Психологическое Я поки що відміняю свій отказ. Хорошо. Ну, каждая вторая, согласитесь, это довольно Ну, так. масса, большое Ну, зараз количество. мужик такий пішов просто. Я вам щиро скажу. Там... Ты за мужиком мазу тянешь? Да не наоборот, не, ви що? Я коли... Зараз я вам все розповідаю. Господи. Я коли так не сутикався з рандомними людьми, да, коли чисто ти обираєш сам собі своє оточення. Я якби тут би сказав, що прикалуєтесь, які 50. Ну, але ж ти ж обираєш, коли ти крутий, то ти обираєшся крутих, да? І я, звісно, не бачу такого. Ну там
ви коли б таке побачив, наприклад, я б так, типу, що ти що, прикалуєшся? Але коли я почав працювати вже з рандомними людьми і у відділі культури, я довідався, що тут побач со мною працює чоловік, якою збив її партнер, яка була одягоном тяжарним і нас втратила плод. Да? Ну, типу, прикольно. І нам при этом, вона навіть з ним не розсталася, уявіть собі, да? Прикольно, правда? Я б, коли б я був дівкою, я б почав би ось цей психологічний гвалт, він би пішов до другої з психологічним гвалтом своїм ділитися. Я думаю, що, я просто думаю, наскільки репрезентативний мій відсоток тих людей, з якими я. Ну, є ж тихарі ще такі, типу, які, в принципі, не дуже круті, але при цьому і не покривдять нікого. Тому я. Угу. Спасибо. Я так само по причине того, что многие просто недосвідчені в гэтым пытанні. І гэта ўсяго толькі статыстычныя дадзеныя. Я згодна з Дмітрыем тое, што, пэўна, кожная жанчына з гэтым сутыкалася у якіх-небудзь сваіх стасунках з партнёрамі. У нас так атрымліваецца, што яны бываюць і мяняюцца часам. Да? Мої не сутыкаліся. Я так казав, што не з партнёрам. У мяне быў такі персанальны жыццёвы досвед, вельмі цяжкі псіхалагічны, яшчэ ў школьныя гады. І таму я думаю, што не ў мяне ў адной. Я веру ў тое, што гэтыя статыстычныя дадзеныя праўдзівыя, але я думаю, што тут значна вышэйшы працэнт толькі з-за таго, што неграмотныя людзі ў гэтым плане, недасведчаныя, непісьменныя, што яны не ведаюць, што такое псіхалагічны булінг, яны, таму што талерантныя да гэтага, скажем так. Ну, еще все зависит от каждого человека. Одному скажешь слово вроде оно такое не очень обидное, а он обидится, а другому и хоть бы хны, и ничего. Спасибо. Ну, плюс, ви ще скажіть, просто я завжди угадую, тому со мною йдеш згадати. А ви не згадайтесь, давайте. Скільки ви думаєте? А я думаю, може менше. Хай буде менше, чим кожна друга. Давай будемо про лепше думати. Про 30? Так. Про 30, може про 40, але менше, ніж 50%. Мне кажется, больше, чем 50. Ну, хай там, не знаю, 60-70. Віктор. 60 скорее. Вас об'єдновує те, що ви проіграли. Ви мені скажіть, дверами ляпать, це психологічний гвалт чи не психологічний гвалт? Ну так, для каждого Давление. своё. Кому-то нормально, а кому-то... Я проконсультируюсь с брошюркой. Брошурку скажеш? Там було ж речі. Если он это намеренно делает, тогда да. А если он это непреднамеренно... Ні, ну, звісно, хороший. Гвалт, він же може повинен бути накерований на когось. Ти не можеш там... Так там на речі написано було, що коли псує в речах, це так само психологічним гвалтом. Навмисно, ти ж не можеш гвалт. Ось я якби так, глядите, вот так вот буду говорити, типу, мне їх 50, ось це ж і ударю випадково Віктора. Це ж не гвалт, це я просто... Але болюче. Не, разумеется, что такое гвалт. Гвалт – гэта такая штука системная. Есть конфликт, який може бути там разовий, емоційний, і він там хлопнув дверима, і ти так, ой, мені страшно стало. Але потім він вийшов, сказав, родненька, коханенька, вибачай, ось я тут перебрав криху, гэта не гвалт, однозначно. А коли він систематично ведає, що тебе гэта травмує, і ти переживаєш вельми моцно, тому що він ось так ляпає гэтымі дверима, що у тебе все там сколачується, і він гэта ведає, і він паскуда гэта робить постійно. Специально. Ви зараз обличите виники, ви виграєте і просто так. Дима, супер. Ну что, Ну, это да, это правда. Вы... 4 з 4. Чого ми тут гуляємо? Давайте просто я зараз всі картки скажу, так і... А ми тут не будемо дуракою займатися. Статистикою займатися. Ось Діму посадили, Діма в проценти понаписує. все ж таки, Так я не задорого. работа в отделе культуры Сказывается. Просто стільки людей открывает перебабили, третье где дело. око. На многие... Ладно, давайте, я не буду Ну, то скажу. мені наступний раз вже витягують. Сярод беларускіх жанчын, якія зведалі сексуальны гвалт, звярнуліся ў міліцыю 40,7%. Астатнія не звярнуліся ў міліцыю. Толькі чвэрць, не чвэрць, а Больше криху. 4 з 10, інакш кажучи, на. Я думаю, што менш. Я так само Тоже думаю, що думаю, менше. Почекайте, Каліп, не дай Боженька. Тут я зараз треба проконсультуватися, як я там дав
математику. Калі б ви Ще раз. ну короче, калі б це саме. Сярод беларускіх жанчын, якія зведалі сексуальны гвалт, звярнуліся ў міліцыю 40,7%. Ну, і з іншого боку, і правдоподобно, тому що я веду Почти половина. Почти половина. Ну, ближе до полови, чим до інших відсотків. 4 з 10. 4 з 10. Блин, тут... А давайте я скажу. А тут не упевнений, тут можу помилятися. А Ніколи не був жанчиною і ніколи в сексуальному гвалту. Віктор менш? Меньше. Чому ви так Ну, лічите? потому что в нашем обществе отношения, даже если ты как бы в милицию обратился, потом, ну, по крайней мере, у нас в маленьком городе, это все быстренько разносится. Против тебя Да, же. у нас вроде как, вот даже с больницы простой пример, вроде как же сообщать диагнозы сторонним людям, это Ну, все ну, всё не есть знают. хорошо. А это реальный факт, когда ты идешь и говоришь, а вот у него, там, вот то нашли вчера. Ого. Причем Ты- реально вчера вечером нашли, а утром уже весь город знает, да. Что человек сам не знает, да? А Но сексуальное насилие, я думаю, что у нас в городе точно меньше, не 4 из 10, Насколько? там меньше. Ні, Ну, так дві. там ситуація в тому, що вона Дві, прийшла потім може у бути. міліцію і Затвердили факт. потім такі проститутка, вертихвост. А Ну, коли б вона там мгм. юбку таку не надела, Да, никуда сама бы виновата. надела. Сладшейминг, да. Две, я думаю, тут Особенно Я маленькие лічу, що города. менш. Давайте в процентах, Давайте потому я что у меня пробую. тут есть ответ в процентах. І я так само думаю, що 20. прикладно від 20 до, навіть від 15 до 20, я думаю, так. Ну, я думаю, 20 до 30. Я добре. тоже так согласна с Мгм. Натальей. от 10 до 20. Так можно? Это совсем мало Тогда и как-то. Ну, то Юля так само сказала. Ну да, я думаю, що ось менше за 20. Я лічу, Трошку що меньше, менше. конечно. 20 це ось просто порог. Ну, конечно. Не уме... Из-за кошти просто великих городов. Угу, може бути. Але як я, коли ось тут треба ж буде визначати, так, давайте від 16 до 18. Сузім ризикує. Не, я просто подумав, ну, в Менську, коли б така, що тут і такого. Хоча, може, і 12. Ну, ось. Тут скажуть, там, 8. Зараз ми всі будемо здивлені, бо там буде прикладно 68. Ну, добре, діка. Уся не, у нас хто пішов. Уся не. Ну ладно, давайте, відкривайте нам гэты факт, Дар'я. А всі сказали відсотки? Типа, ви ж не сказали. Не видно, мне кажется, меньше. Может, 10, Психологичное ну, насилие, 12. да. Ну, А ви пішли? Я? Нет, не пошла. Блин, ну, коли бачите, ви не пішли, да? А уявіть, как бы, ну, там явно ж вище за середнього, да? А уявіть, ниже за середнього, яка, блин, коли б ви не пішли. Почекай, тут не було ще взяти тих датчиків. А еще можно вспомнить про то, что сексуальное насилие может проявляться в семье. А, 6. Поділи удвоє. Давайте, Так, Дар'я, так, давай. інформацію нам по 32-м пункті. 4,7. Батя. Батя. 4,7% Ну, потому что обращаются про за семью, помощью. как из семьи брали прикладный отток, чтобы правда. Класс. То, что Такие мужики у нас. зараз, я вам скажу, это трындец просто. Я бы, коли б девка был, я бы лесбянкой щиро скажу. Мне, в принципі, по-перше, дівки так подаваються, мужики не дуже, але ще як є такі історії, бачу, як вони поводять, це трындец. Факт. Застається ось ця картка тут у мене на наступний раз. Кожний другий трансгендерний чоловік не відчуває себе безпечно у громадських просторах у межах Білорусі. Ну що це за прикол? Настя, угадываю все. Женька сказав, що я офігет, все угадую. Кожний другий, я ще раз Кожний трансгендерний. другий трансгендерний чоловік не відчуває себе безпечно у громадських просторах у межах Білорусі. Не Так що- згодна. Не згодна. Так ніхто не згоден. Як може? Меньше, конечно. А мне кажется, Не они очень отчуваю. уверены в себе. Но А мне Очень здається, що неплохо себя чувствует. Амаль, Очень що- даже. Да. Я думаю, Давайте розберемося з тим, що таке трансгендер. Мгм. ну, чувак, який, типу, поміняв другу, там, і чувіха, яка поміняла. Я інтерв'ю на вот глядів з Познером, этих трансгендерів. Там дуже інтелігентний трансгендер. Там така дівка прикольна, яка насамперед, ну, типу, не дівка. Так. Ну, я думаю, от 80 до 90. Мгм.
Ну, гэта добра адчуваеце, як там? Не Не адчуваецца. адчуваюся бяспечна. Я Ну, так типа сама футболочка. от 80 до 90% відсотків. Как к вам ближе тягнуть? Мгм. Ну, давайте выкинем. Я Вон, думаю, что они, в принципе, уверены в себе, раз пошли на такой шаг. так, Там а же тут, имеется ні, в так виду, ти а можеш це- бути упевненим у тим. Я Ні. так само дуже Ну, впевнений в они себе, же але на знали районі. о том, что будут на районе там и так далее, все равно уже были к этому психологически готовы. Ну, так вони психологічно готові, але не відчувають себе Безпечно. Да, тут вопрос про безопасность. Ті на Саналієву, хай на Саналієву. А Давай. што вам гэта Саналіева? Ну, Ходят слухи. Просто я там большой так живу. процент трансгендерных. відчуваєте себе? Скільки людей відчувають себе в безпеці на Саналієва? Я А у меня тогда такой вопрос. А чувствуете ли вы себя безопасно? Вы себя безопасно в общественных пространствах в Беларуси? Я так само. А я не. Я бегал от этих ребят, так что Ага. я бы не сказал. І я что так совсем само, безопасно. мой погляд на гэта змяніўся значна за А тут апошнія 2017 Полгода года гульня вже. ми ще. А, гульня 2017 года, у 2017 году я б Было сказала, всё супер, хай не боятся, да? супер, сама кого хочешь напугаю. Ви давайте отсюда. Раз- Что Так вы- мы гуляем что- что вы 18-й это- год. Божечки. Давайте ще кецу, потому что 80-90 они не хочуть проигрывать. Давай. Мгм. 95, если взять мою школу, если вдруг кто-то там узнал, то все, это В твоей ну, школе даже не будет 99. трансгендеров. Ну, все бывает. Трансгендеры в городку. Да, давайте. даже можно Фантастичный взять сериал. Да. Сколько их вообще Это тут на на самом деле Беларуси, в фантастика. принципе? Да. И Я, все не, умрут. я Хороший думаю, вопрос, что я не знаю. их как бы достатково, Достатково. немало. Да, конечно. Вы Есть ведаете, такие сколько люди. операция коштует просто одна? Ну, там Я думаю, столько что их людей- много. Да. Тех, кто себя в Я открытую думаю, прямо Може, обидел. не операційно змінених, а ось просто, таких ну, людей, які... Не, операции, там без операции Нет, не так это тримається. Трансгендер Операция, это конечно. одно, а бисексуалы, наверное, Так. это другое. Мгм. Ну, Мне тому я кажется, кажу, давайте абсолютно. розбиратися у тим, що ми маємо на увазі під словом Трансгендер. трансгендер. Я с Познера глядел уже интервью. Там Джулия еще, какая там еще информация. обмірковали, короче, типу, там просто есть и певні там трансформації полові, да? Мгм. Операція А- плюс гормональна терапія. Да, так а там і потім, в принципі, можна зробити так, що у тебе і там от полові там в органи будуть іншого чувака. Але це коштує, в принципі, стільки бабок, що після, ну, і дуже небезпечно, що лепш, типа, ну, чисто перше, як там щетиночка росла, коли ти з дівчинки на мальчика, там, але, ну, так, якби, так, полові, ну, звичайно, полові органи не зміняють, тому що трендець, там 100 тисяч баксів, чи що. На вот вось гэтай штуки, это, слухайте, это кватэра ў Мінскі, ну, не у кожного, ну, тобто не там не так их багато. Ну, якби, давайте ж ми 90 покинем консолидовано, каб не было вам соромно, что вы проиграли. А я хочу сказати, що я вірю гэтаму факту. Чаму? Таму што, пэўна, ён не дэманструе сваю трансгендернасць, і калі ён жыве ў вялікім горадзе, то ніхто і не ведае, што гэта дзяўчынка, хлопчык. Ці наадварот. І А може ад. неяк так у гэтым асяроддзі, скажем так. Мы шмат чаго адзін пра аднаго не ведаем, і можа быць гэты факт, як улічваючы статыстычны, у межах вялікага горада ці змены лакацыі. Ён жыў там, а потым ён змяніўся і пераехаў жыць у іншае месца. Такое часто бывае. Таму я веру гэтаму факту. Вы можете, коли выиграете, вы будете супер крутая, тоже отважная, смелая. Я за. Я не очень экспертка в этой теме, но я могу сказать, что с огромной вероятностью вы не отличите трансгендерного человека от нетрансгендерного. Если человек принимает гормоны, гормональную терапию, также к трансгендерным людям относятся небинарные люди. Возможно, вы знаете, что это? Люди, которые, ну, не причисляют, не причисляют себя к конкретному полу. А также люди, сделали которые коррекцию пола, мужской, женский, женский, мужской и так далее. И вот, я вам не дала никаких новых данных, но напомните, как вас зовут? Юлия. Юлия оказалась права. Да. Этот факт Ну, является признаю, правдивым фактом. добре. Признаю, ось, Да, это круто. но 50% это все-таки огромное количество, это половина, и нам нужно стараться делать мир немножко более дружелюбным. Тема така, ведаєте, вийшла зараз тема одна.
у 2,6 разоў вышэйшая рызыка падлеткавых суіцыдаў сярод ЛГБТ людзей. Можно это почитать? Давайте разбираться про ЛГБТ людей. Нет, сразу еще раз вопрос. Рызыка суіцыду павышаная. Давайте яшчэ раз, да, я сама гэта пытанне доўга асэнсоўвала, значыцца у 2,6 Ну, амаль што разоў. 3. Амаль што 3. Амаль што ў 3 разы, 2,5 разы вышэйшая рызыка падлеткавых суіцыдаў. Падлеткі заканчваюць жыццё самагубствам сярод вось гэтых людзей, ЛГБТ людзей. А дзе? Он помахал руками и ушел. Так, ён выказаў сваё меркаванне і пайшоў. Вось так Згодна. Да, згодзін, да? Нужно ли пояснение? Да, какое-нибудь? патрэбна, канешне, адназначна, бо я думаю, што і сярод тых, хто зараз нас глядзіць, у іх ёсць пытанне, што такое ЛГБТ-людзі. Мгм. Во-первых, наверное, поясню, что есть, видимо, было разделение в этом факте на не ЛГБТК комьюнити и на комьюнити, и тогда смотрели риск суицидов и там, и поэтому выбрали цифру. ЛГБТК плюс люди — это люди, которые являются, расшифрую вам по буквам, лесби, геи, бисексуалы, трансгендерные, квир, интерсекс, пансексуалы, в общем, вот. Я не знаю, это очень сложно. И мне нужно об этом почитать, и я потом вам смогу рассказать. Это тоже связано с гендерностью. Лесбіянкі, гомосексуалісты, бісексуалы і трансгендеры у падлеткавым узросце, калі яны сябе ўжо ідэнтыфікуюць, вось адносяць сябе да гэтай групы людзей, дзе ў іх ёсць нейкія ўнутраныя адчуванні, пэўна, я тут толькі пытанне, то бок гэта звязана з іх перажываннямі, з іх светаўспрыманнем, З іх адносінамі да іх з іх асяроддзя. ну ці да грамадства, ну інакш кажучы, суіцид сярод такіх людзей амаль у 3 разы вышэйшы, чым сярод астатніх груп людзей. Я так. Ну добра, я буду тады апанентам, скажу, што гэта не так, што гэта будзе крышачку менш. Тут имелось в виду вот те, кто прям сказал там на всю школу, я там... Нет, он не сказал. Он, Не, я не сказала, я он так себе почувствовала, отчувает. да, Очень и на меньше. фоне того, что это Остальные об будет этом не знают, восприниматься. давление... Нет, соответственно, тут там. Віктор нічога пра цкаванне не сказана і пра булінг, што яго неяк не прымаць у грамадстве. Ён сам для сябе вырашыўся, але з гэтым неяк вось яго не стасоўваецца яго сістэма пэўных каштоўнасцей. У мяне як это аперацыйнасці пытання, якім чынам вызначылі вось гэта? Ну да. Так тут маецца на ўвазе рэалізованых, тут рызыка больш. Так? Рызыка, так. Я просто подумала, што Гэта псіхалагічнае даследаванне, дзе выяўлена метадам там псіхалагічнага тэсціравання, што ў іх Ну хай будзе менш, хай будзе да 2 разоў. Я лічу, што там у дзесяткі разоў просто. Яны ў групе рызыкі знаходзяцца там у 5 разоў як мінімум. Я лічу, што гэта да 5 разоў, таму я тут вось... Ну, я не згодна, я лічу, што гэта значна больш. Я пропустил початок. Як вас зовут? Даша. Дар'я. Даша. Ну, зараз Даша объявит, что... Хто ще верить? Я. Будет передвигаться. Я лічу, што гэта разоў 5, а то нават больш. Я лічу, што больш, чым у 5 разоў. Юля кажа, што больш. Ну, окей, я буду казаць, што крыху менш, да 2 разоў. Ну, давайте глядзець, што прымаецца. На самом деле в 4 раза больше риск. Да, А, суицидов. кто же сказал больше? Так, Ничего у меня есть предложение, чтобы эта карточка двигалась по кругу, потому что, возможно... Так, давайте, да. Я вось хотела б, каб і Інна паспрабавала, Віктор абавязкова, Хаця, Катя. мабыць, яно і лагічна, таму што тыя людзі, якія ў нейкія эксперыменты вось такога кшталту яны ідуць, гэта значыць, што ў іх з псіхічнымі нейкімі стабільнасцямі могуць быць праблемы. Да, Таму- Тут все, что Да, завгодно ну с может этим быть. просто ты так прикольней, Даня. Это сам. Я думаю, что тут будет нават, ведаете, что тут будет отсоток, например, у геев больше, чем 4 раза, да, а у лесбиянок будет меньше, потому что все мои корешихи лесбиянки абсолютно не парятся. А вот мои кореши геи, их нема, хотя явно есть, але я не ведаю. Там они типа загоняются и а так мои, ой, У меня есть 2 вопросика. Они не парятся сейчас или не парились в подростковом возрасте? На это можно... да, гуляться можно, конечно. Разумеете, в белорусском типограмматстве да лесбиянства ставлено набагато больш толерантнае.
Ну, чисто на психалагічному узроўні. Дима, когда ты сцвярджаеш зараз з мужчынскага пункту гледжання, я неталерантная і я гэта, скажем так, я актыўна гэта не дэманструю, але я лічу, што я маю права на гэтую неталерантнасць. Вось, і тут вельмі суб'ектыўна я хочу сказаць, ты выказваешся наконт свайго ўспрымання лесбіянства і Да пацаны все сваіх так успрымаюць, да сябровак. ўсім пацанам типа прикольно. Не, я з тобой не Ну пагаджуся. вы тому что ад девок, у девок може бути, але ось серед пацанов, ось і девки, в принципі, ті, карацей, які нетолерантні до, в принципі, всіх тих там ЛГБТ, вони будуть звичайно нетолерантні до геїв. А пацани будуть звичайно толерантні до геїв, але нормальні там, до лесбиян. Я, в принципі, до геїв просто толерантно ставлюся, мені пофігу. Але я пам'ятаю, короче, там почала якби подгулюватися со мною на одній дискотеці. Ну там не зовсім на дискотеки, а у графіці. Так, Дима, у нас просто, даруй, мало Да, часу, а, а на нам тобі вельми коротко. хочется А, погулять. давайте, Нам давайте. вельми хочется Давайте, погулять. Можно я быстренько еще маленькую штуку скажу? Так. Есть такая штука, как язык вражды, и если я буду замечать то, что вы его будете использовать, могу ли я вас поправлять немножко? Знаете ли, что такое язык вражды? Это сродки связи, накерованные на, так скажу, условное выражение ненависти по отношению к какой-либо группы, возможно, завуалированные. И, скорее всего, вы сами не знаете, что это является языком вражды, либо каким-то образом может навредить социальной группе, но так и есть. Например, слово гомосексуалист, оно является языком вражды. И правильно? Да, правильно, да. Могу объяснить, потому что гомосексуалист ассоциируется с какой-то болезнью, а это не очень хорошо. В таком случае формируется у людей другое восприятие. Я правильно говорить гомосексуал либо гей? Вот. Я... Вы знаете таких тонкостей? Да, конечно, да, это все, да. Поэтому я вам буду, если вы слышите вещи, о которых я знаю, я вам буду об этом говорить, потому что многом я все равно не знаю. Вот так. Ну Вот. что, кому же? Готовы. Итак, в Беларуси каля 300 тысяч человек признаны людьми з инвалидностью. 30 тысяч человек признаны людьми з инвалидностью с причин психічних порушений. Ну, ми вже сутикалися з гэтым пытанням, і колькі ми вирішили? 200 тисяч. Тут інвалідність. Але тут не інвалідність Ні-ні. усталявана З менавіта по инвалидностью с гэтаму. причины психичных порушений. Инвалидность тому, что... Значит, глядите, з 230 тысяч. Давайте у адсотках возьмем, да? Гэта 60? Ні, це 15. Гэта 15 адсоткаў. Вось, ну, я думаю, что... Можно номер факта, пожалуйста? 36. Спасибо. 30 тысяч людей. Ну и что? Мне здається, що більше. 15 адсоткаў з тых, хто стаіць на ўліку, маюць інваліднасць. Мені здається, що більше. Процентів 40, по-моєму. Розумієте, за інвалідність треба ще бабки платити, а тут держава не дуже якби любить, вони може якби і заслуговують. Это уже инвалидность, когда уже Это есть такие конкретная аргументы. группа. То есть это не просто Аргумент хороший, учтенные, правда? неучтенные. Аргумент. Я думаю, что меньше. М? Я думаю, что меньше. Я думаю, что прикладно там адсоткаў 10 будзе, гэта прикладно 20. Я думаю, что до 20 тысяч. Я думаю, что до 20 тысяч. А я ось хочете, бачите? А я буду 40. Ух ти. Ну 40 це в сенсі Ну, 40 тисяч. 40 тисяч, так. На 30, 40, 20, короче, да? Ну, я думаю, нават і менше. До 20 гэта 20 тысяч это максимум, мне здаецца. А сколько, вы думаете, всего людей с инвалидностью в Беларуси сейчас? Я думаю, много. Очень. Ну, 1150, може. Я Больше, думаю, больше, 15-20 адсоткаў насельніцтва однозначно. Там з інвалідністю? Конечно. Самыми Взрослыми. рознымі. Мгм. Ну, Серцю, ні, я розумію. Онкологія ж так само інвалідність. А, бляха-муха, не подумав. Там, ну, рух і Бляха-муха, це ж не мова ворожди. Нет, просто ругательство. Да вот кем пробил видос про мову ворожості, господи, поглядите, там ушеньки спитались тоже. Так вот, да, на самом деле это правдивый факт. И эти люди — это 5% от количества всех людей с инвалидностью. Это 4-е место в рейтинге вообще перечислений. Да. Вот такой вот факт. А першае месца ў рэйтынгу інваліднасці? Я не Ну, рак, скажу. я думаю. Я могу попозже сказать, но не сейчас. Возможно, да. Ну, давай. Тягните, Кстати, хорошо. Треба поглядіти буде. Давайте. Серединки.
28% белорусов лічаць, што інклюзіўнасць у садках і школах шкодная для дзяцей без інваліднасці. Интересный факт. 28%. Без инвалидности? Лічаць, што шкодна для дзяцей без інваліднасці. Я думаю, больше. Я тут таксама лічу, што больш. Я так само думаю, что больше. У нас в школе тоже есть интегрированные классы, спецклассы, и очень часто родители не хотят отдавать детей в интегрированные классы. Конечно, для этого проводится в школе большая разъяснительная работа, но очень сложно Какая у вас переубедить. добрая школа, что там проходит такая работа. Потому что моё дзіця вучыцца ў інтэграваным класе, ну так атрымалася. І калі я думала як педагог, што ўся работа зроблена з бацькамі і так, то по факту атрымалася нічога. Нават той папачкі, як Паспелова казала по булінгу, так, што вось некая так папачка павінна, нічога няма ўвогуле. Нет, у нас есть и папочки, и много проводится собраний, семинаров с родителями, и круглые столы проводятся. И по итогу получается, что родители, кто все-таки пошел в интегрированный класс, они не жалеют то, что они отдали своего ребенка. Ну, а многие, когда набирают класс именно Так. на этапе набора, очень многие, конечно, против. От 78 до 82. У нас школу-інтернат зачинили, просто школа-інтернату, просто інтернату це приходять у школу, ну, ще повинні прийти, і вже там батьки починають лязгати. Ну, а тут з інвалідністю, звісно, уявіть, там 78-82. Они даже еще не видели этого ребенка, уже считают, что он будет мешать, что он как-то сможет отвлекать, навредить их любимому ребеночку. Олені, А по факту атрымліваецца гэтага дзіцёнка буляць просто з-за таго, што дзеці не ўмеюць з ім зносіну. Ну, у нас пока это только на этапе начальной школы, наставники поэтому у нас, повинны в начальной заниматься, школе это правильно? еще Да. все-таки Да. разглаживается. Нават не толькі настаўнікі, Ну, і павінна бацькі. быць інфраструктура, так как Мгм. ви сказаць, так, якая адміністрацыяй арганізуецца І- для того, каб И памятаете, вот реклама была социальная, мы рады снова видеть СМ, правда? Там круто, правда? ну так что? К счастью, хотя, может, и к сожалению, тот факт является правдивым фактом, только Ого. 28%. Родители так считают. Из того, что я услышала, это, значит, хорошие цифры. Да, нормальные. Остальные скрыли свои данные. Ну, возможно. Да, они еще, когда анкету Выражают заполняют, они, как бы могут написать одно, а на А деле, коли когда это уже как- стоит стычится выбор отдать тебе, своего тебе. ребенка, Так. то это совсем уже другое И отношение. мы зараз доведались реальный рейтинг президента Беларуси. Прямая трансляция, да? Все 27. хорошо? Да. Это, наверное, будет последний факт. Ага. Потому что наше время подходит к концу. И у нас есть 6-5 хвилинчик, мы Отлично. можем погуляться. 16% белорусов были супраць того, каб прыняць у сваю сям'ю мусульманаў. Угу. Што значыць прыняць у сваю сям'ю? Никто Гэта уже не все могут. ажаніцца або гэта стасункі нейкія паміж сям'ямі, што гэта маецца на ўвазе тут? Прыняць сваю сям'ю, гэта дзіця некае Парадніцца. Парадніцца? Парадніцца у любым выпадку Мгм. гэта можа быць самыя розныя стасункі, але роднасная сям'я гэта роднасная група так людзей, да, і можна парадніцца там сваякамі стаць, Мгм. можна ўзяць дзіця прыёмнае, яшчэ што можа быць, які факт можа быць. Я только про Жаню. Ну, с религийной толерантностью у нас все Всё больше-меньше нормально. нормально. Относно всего этого ЛГБТ и так далее, это еще у нас норм. Ну, я это... Ну, але я Меньше. ведаю просто, Меньше. можно и 8, да. А там які адсоток? 16. 16. Я думаю, так само, што менш. Релігіозне у нас ще всё. Я веру. Я, в принципе, тут можно и поверить, потому что всякие люди бывают. Я Тебя веру, памятаете, думаю, клоны что- все глядели про жаді, про это там, ну, Ну, 8. это другое. Я думаю, што нават там до 20 можа быць. Я думаю, што кожны пяты б не хацеў там нейкіх сваяцкіх стасункаў з мусульманамі, менавіта мусульманамі. Разумееце, Мгм. адна справа габрэі, там Ага. каталікі. Так там же татары. Э, Что с татарами там? Не, беларускія татары гэта крышачку іншая гісторыя, А, так? мусульмане. А мусульмане яны бываюць розныя, асабліва калі гэта такія перманентныя мусульмане, якія праяўляюць сабе. Таму Ну, я гэта думаю, гэта стэрэатыпныя ад 16 мусульмане. 20 ад 20, ну я думаю, што кожны пяты б не хацеў бы. А тут такой, ну, шостий. Ну, я б так поверю, хай буде. Ага. Упевнений. давайте далі. Так би 8 сказав. Я тебе упэўніла, Женя, Дима? що маєш ти вгадувати? Що? Ну, він мені казав, ти офігієш, тут нічого там немає.
Секрет в чем здесь? На самом деле 16% белорусов были не против того, чтобы принять в свою семью мусульманина. Да. Да, остальные все были против. А тут серед нас є люди, які були б супроть прийняти в свою сім'ю мусульманина? Я Да? однозначно. Ну ви такі консерватор, які. Я консерватор, так. І я лічу гэта для мяне, ну, не хаваючы, я не тое, што я не публічна дэманструю там свае адносіны, да, там, да мусульман, альбо там, як я ўжо гаварыла, там, да ЛГБТ людзей, так? Я улічваю, што яны ёсць, што яны жывуць, але я хочу, каб яны не жылі са мной. Вось моя пазіцыя, каб іх не было побач са мной, у маім коле блізкіх людзей там, і вам в школу приведут? Юля, без праблем. Без праблем. Мои стасункі да гэтага чалавека ніяк не памяняюцца. Я сваю сацыяльную функцію як настаўнік буду выконваць адназначна. Все, што датычыцца майго вузкага кола, маіх людзей, маёй сям'і, то даруйце, гэта мой выбар. Вось такая моя позиция. Моя позиция просто типа шашлык самый крутой на свині, и ты можешь побач себе налепить деревянин, и как бы... Справа не ў шашлыку. Юля, а ось такі питання таке, а у вас були знайомі ось такими, які, так? Ну, гэта просто на падставе Гэта просто мои знаёмыя, я іх паважаю як людзей, прызнаю іх там каштоўнасці і гэтак далей, але не сябраваць з імі, не сваяцтва з імі уступаць я не буду. Дурнеть. А коли у вас Ну, там приведут дети. дети у вас есть? Конечно. Кто? Ну, типа по полу. И мальчик, и девочка, Так. да? Короче, ну добре, хай, ладно. Девочка или мальчика это, ну, угоняешь, треба поразмовлять, да, вот тут мы... Ну, я боюсь, что провокационный вопрос, но Коротко. осталось 5 минут. Коли мальчик приведе девчинку мусульманку, мальчик как бы меньше пытается, звичайно, и скажет: мам, тут такая ситуация, вот это Юль, читай, и она будет жить со мной. Я скажу: окей, але яна будзе жыць па нашых законах праваслаўнай сям'і. Ну, так она не будет. Ну, правда, тут же нема в этом попытания, так? Я скажу: добра, гэта твой выбор. Але калі яна будзе маліцца 5 разоў на дзень, вы скажаце: не, типа, вось калі яна будзе маліцца 5 разоў на дзень, галоўнае, каб яна не тапталася на маёй тэрыторыі маёй свабоды, гэта так, скажем так, каб яна не тапталася па маіх межах, разумееце? Вось, гэта для мяне галоўнае. Калі мой сын прывядзе, скажем так, жонку іншай рэлігіі, там ці яшчэ што-небудзь, я безумоўна яе прыму, але калі яна будзе варожасць сваю праяўляць да мяне, я прыму яе адназначна, бо я вельмі люблю сваё дзіця, для мяне вельмі важна, каб яму было добра. Але калі яна будзе праяўляць варожыя нейкія такія, скажем так, яе будуць... Чаго яна будзе праяўляць варожыя? Вы ж лічыце, што мусульмане — это такі ж стэрэатып, да, як там... Справа ў тым, што ў мяне ўжо ёсць досвед стасункаў з такімі людзьмі, і ў мяне ёсць, я гэта сваё меркаванне сфармулявала на аснове ўжо досведу стасункаў з такімі людзьмі, таму ў мяне вось выбуданы мае межы, на якія вось мне, калі ласка... А хто быў па нацыянальнасці той мусульманін? Ну там же дуже важна і па нацыянальнасці, ну реально. Я ж не буду пытаць далей, як вы за дзень жыве. Не, я не ведаю, якой ён быў нацыянальнасці, але я разумею, што гэта не моя культура была. Да, напомню, что мы все имеем право на свое мнение. Главное, чтобы это не было огромной... Да, не было драки, не было Ну ненависти. что, давайте еще одну картку, и у нас там 3 хвилинки, мы можем закончить. Отказ. Да, давайте, и потом быстренько спрошу, как вы себя чувствуете. Кто хочет... Нет, тогда давайте мы уже отказ Хорошо, почуем да, и давай. про рефлексию. Ну нет, Отказ так же все, был. да. Отказ же был. То, что... наоборот. Да, не против. Да. Зеркалочка. Да. Я хотела вас спросить, как вы себя чувствуете? Было ли вам сложно отвечать на вопросы? Было ли вам сложно морально как-то? Юля самая консервативная, я думаю, что ей треба. Да. Это очень интересно, Ну, да. Я хочу сказать то, что мне пришлось зараз трымаць адказ за свою позицию. І я пачула зараз дачыненне да сябе, ведаеце, такі ціск наконт таго, што як гэта так, ты такая неталерантная, тут сидзіш за нашим столом і гуляеш. Ліберальным столом і гуляеш такую, здавалася б, гульню людзі больш, чым стэрэатыпы, але я, скажем так, яшчэ раз хочу сказаць, што спакойна да гэтага стаўлюся, таму што я паважаю абсалютна ўсіх людзей. Я прызнаю іх значнасць і годнасць чалавечую адназначна, але вось дапускаю
дапускаю я іх да сябе ці не дапускаю, гэта выключна моя справа, і я хочу, каб гэту маю справу таксама астатнія паважалі і прымалі. Вось і ўсё. Таму я тут норм, все нормально, Дзіма. Так, і я як бы вось мне вельмі цікавая была гэта гульня, і я думаю, што яна дастаткова эфектыўная, ўскрывае такія нейкія балючыя моманты. Класна было б, калі б гэта рабіў псіхолог. Я не гатова праводзіць гэтую гульню у асяроддзі, якое я дакладна не ведаю. Я можу пагуляцца з гэтым магу з людзьмі, якіх я добра ведаю, і магу спрагназаваць іх адказы, каб потым іх кантраляваць. Але я не маю такога вопыту, досведу і магчымасцяў для таго, каб такую гульню праводзіць, скажем так, пасадзіць новых людзей у новую там ситуации, погулять, бо я могу запустить такие процессы, які я потом профессийно не спиню. Спасибо большое. Ну, мне игра очень понравилась. На некоторые вопросы, конечно, было сложно ответить, потому что в некоторых я вообще не в теме. Ну, конечно, чем больше я узнаю людей, тем больше я принимаю разных людей. Сначала, когда я узнала, что мне предстоит работать с детьми с инвалидностью, конечно, было тоже много сомнений, а сейчас я поняла, что это обычные дети, и некоторые из них даже добиваются больших успехов и в учебе, и в разных сферах, чем обычные дети. Также, чем я больше путешествую, узнаю людей разных культур, тем больше я принимаю, и у меня нет никаких, не различаю, не разделяю людей ни по культурам, ни по национальностям. Спасибо большое. Если кто-то... Прикольно, я одразу подумав спитати. Типу, на другим питанням подумав, о, прикольна гульня. Скажите, колькі бабок, але я разумею, что она уникальная, да? Да. Но мы скоро будем ее перерабатывать и... Уже до 2020, вот как то, что на 17, а по-другому, типу, это ж гульня, в принципе, не про там моё ставленне до гэтага, а это гульня анализ тых людей, які живуть побач. Ну, типу, наколькі ти ведаєш, де ти з ким живеш. Оказується, так нормально, да? І я ось думаю, блін, ось, наприклад, при приїзді Вітя у городок з такою гульною. І, ну, посадиш там 6 чоловік. Особливо, не дай Бог, з адміністрації районної. Я просто уявляю, колькі ЛГБТ. И я зараз думаю, так, Порфировна вроде не, потому что свет этих людей часто скончується на 10 людях, які живуть побач, і так глобально не мислить не будуть. Я больше скажу, они тебя отправят далеко и надолго с этой игрой. Потому что в смысле в Беларуси есть вот эти такие люди. Да. Людей-то вообще достали эту игру. Транс кто? Да. Можно я скажу? Меня как-то так и спросили, мол, кто? Что у нас такие есть? Вы что? Так что... Ну, я как-то вот, меня эти цифры очень сильно удивили. Я просто вспоминаю свой городок. Если бы у нас кто-то сказал, я там гей, ему потом сразу там объяснили, что он Точно не стоит. Блин, до речі, про сприймання ось цієї гомофобії, тут мені складаніше за все, тому що, у принципі, там, типу, моїм, знову таки, осяродку, таких гомофобів, ну, так амаль що нема. Але ось потім сидиш, там випадково з рандомної якої-небудь компанії, і тут вони починають звиш гомофобію. І ось мені просто цікаво, кілька відсоток от тих людей, з якими я рандомно сижу, і які, типу, мої. Ось. А я тут не веду. Ось про гомофобію нічого не скажу, тут би проіграв. Юля б виграла, напевно. Бачите, я відчуваю булінг, так? Він уже запущений. Брейсинг, конечно, я люблю. Він уже запущений, але я психологічно устойчива. Конечно, Можеш это протягувати. круто. Конечно, да, это ж Ну, у мене прикольно. може бути такий фідбек вельми моцний, так накриє, що мало не покажеться. Да, ну, конечно. Наталя? Ось мені вельми подобається гэта гульня. Я вже з нею погуляла мік. Ось, але я як скажем так, крышечку не гуманітари, я вже її примяніла до своєї хімії, біології. Гэта просто Принцип гульнёвый. Принцип, так, тому що я такое часто використовую, ось там, коли ми там солі, там вивчаємо ці кислоти, ці вірую я, ці не вірую. І гэта вельми запускає добрі такі, скажем так, розважання, так, серед аудиторії, діти так вони активуються. Ось тому ось я гэта, мабуть, зроблю такі картки, ми в групах О, ви, погуляємо. до речі, молодця, ви мені крепко підказали так само, таку круто. Ну, просто це можна універсальний принцип, його можна використовувати вогулі на усім, так? Ось тому дякую. Даша, а типу, хто ви така? Я Інна? просто не читав. Ви, типу, з ким ви це робите, що ви? Давайте ви у приваті, Даша не заходить, ви ще Аня, поговорите один з одним. Так, Інна?
Ага. Во-первых, мне тяжело было считать в процентах и перенести проценты на Мгм. Беларусь. Мгм. С другой стороны, какие-то вопросы, о Математика. которых я даже не задумывалась, Да. да, Мгм. подняли данный вопрос. Конвет? Нет, про это я думала. В хорошем смысле. Потому что встречаю среди подростков вот Ну, это да, потому что однополую есть вот такое. эту любовь, и она очень, очень имеет место быть на сегодняшний день. И не могу сказать однозначно, что или уже дети у меня постарше, но среди них нет вот этого буллинга, дети очень спокойно к этому относятся. Так, Пропагандируется очень здорово фильмами. пропагандируется, да, Да, согласна. пропагандируется. Следующий вариант, как же посчитать, вот я сама с маленького города, да, Языков. я со старых дорог. Класс. Но в Минске уже проживаю очень-очень давно, и уже здесь проживаю больше, чем там. И сравнивая какие-то вопросы на том уровне как раз-таки маленького города, где-то вспоминая там какую-то Разные деревню, да, Мгм. начинаешь анализировать, сколько там психических больных или там инвалидов, да, и сравнивая, сколько их в Минске, ну, тут такой спорный вопрос. Смотрю, допустим, сколько во дворе, ни одного инвалида не видела. Прихожу на работу, ну, уже массово, да. То есть посчитать процентное какое-то так соотношение тяжело сказать. Все Мгм. зависит, наверное, от среды. И, ну, вот, Ну, выборки- прийти к выборки, да? какому-то выводу, какой-то там процентному именно соотношению, в принципе, тяжело. Знаешь, что эти факты есть, что они имеют место быть, знаешь отношение людей к этим людям, там как-то прорабатываешь с теми же самыми детьми по поводу вот этих детей ОПФР и так далее. И, в принципе, уже вот в подростковом возрасте у нас старшие дети относятся спокойно. Не могу сказать, что есть какой-то буллинг. Иногда даже вот эти дети, наверное, в другую сторону себя проявляют более агрессивно и чувствуют себя смелее и уже адаптированнее, наверное, в данной среде. Дякую. Виктор, может, вы еще что-нибудь скажете? Я просто вспомнил вот по поводу таких детей, скажем так, с особенностями развития. У меня одноклассник такой был. И мы потом с ним учились дальше в университете. И вот то, что с ним было в классе, это, конечно, ну, скажем так, в приличном обществе о таком не говорят. Где он там сидел, он реально там на уроках труда особенно. Но у нас там как-то труд был такой, мы там особо ничего не делали, было скучно. В общем, что там, Занимались ерундой. да, ерундой в плане его там и в мусорный ящик сажали, и там опилками кидались, но это такое самое мягкое. Было как бы и хуже. Ну, это Вот. ты мне расскажешь. То, что вот ты тут не можешь рассказать, мне расскажешь. Но Такое потом самое. как-то в университете уже стало полегче ему. И сейчас у меня в классе, ну в моем, я классный руководитель 7 класса, есть один такой мальчик. Вот. И если с остальными какими-то проявлениями буллинга бороться проще, то здесь это очень сложно. Они вроде говорят, да, мы понимаем, но мы с ним общаться не будем. Почему? Он не такой, как мы там. Вот. Мы там хотим футбол, а он там по мячу попасть не может. Я говорю, ну поставьте вы его на ворота. Говорит, не, ну мы же его мячом убьем. Сборная Беларуси Ну, вся всё, такая, да. по-моему. Вот. Поэтому с этим, ну, как-то большого прогресса я не заметил пока. Вот. Поэтому проблемы есть, конечно. Ну что, давайте мы все-таки похлопаем. Спасибо большое.